когда мы разговаривали с председателем нашей партии, Зюгановым, он просил очень передать пламенный привет всем сыктывкарцам, всем жителям республики. То же самое передал Николай Иванович Рыжков. И они убедили нас, что мы будем все делать для того, чтобы прийти к власти, свергнуть этот наш ненавистный режим. Доброго вам от их имени здоровья, счастья и праздничного настроения. Да здравствует 79-я годовщина Великой Октябрьской революции. Спасибо. Буржуазный режим вновь и вновь разглагольствует о необходимости гражданского согласия. Это и понятно. Им без согласия никак нельзя. Но как прикажете понимать Зюганова и Компартию Российской Федерации, выдающим преступникам индульгенцию и отрицающих классовую борьбу, право трудового народа на революцию, пролетарский интернационализм, принимающих буржуазных предпринимателей в ряды своей партии, призывающий население к гражданскому согласию и продолжению реформ, прикрывая свое очередное предательство фиговым листочком социальной ориентированности. Мы говорим сегодня: президента и правительства в отставку. Федеральное собрание должно самораспуститься. Вся власть советом рабочих, крестьян, специалистов и служащих. Желтые профсоюзы предали интересы трудящихся. Долой продажные желтые профсоюзы. Даешь рабочий профсоюз — защита. Даешь другие рабочие профсоюзы, которые действительно защищают трудового человека. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, да здравствует социализм. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Зачем нам нужен Конституционный суд при таком авторитарном режиме? Вы видите, что творится в Госсовете, где принцип разделения властей. Я думаю, мы поправим это дело. А мы содержим Конституционный суд, который пожирает миллиард рублей нашего с вами денег собственного бюджета. Помогли бы лучше пенсионерам. Вот здесь все эти источники. Или Ельцину направить, чтобы действительно здесь была комплексная проверка, куда идут кредиты на закупку продовольствия, где Чисталев, вообще неизвестно где, понасоздавали этих фондов всевозможных, чтобы проверили действительно, какие тут деньги идут из федерального бюджета, куда они направляются, куда идет наша нефть, газ. Вот что надо. А для этого давайте собирать подписи и отзывать депутатов из Госсовета, раз они сами не хотят распускаться, и поставить вопрос, чтобы были перевыборы главы республики. Спиридонов заявил, пока я здесь, никаких проверок не будет. Так лучше может сделать так, чтобы его не было. А были проверки, и народ получал заработную плату.